Все зависит от того, как ты оцениваешь себя. 500 посади и безвольных. И они как один вот так проголосуют. Проблема не в количестве, проблема в качестве, кого выбирать. По этой Конституции самая большая мина подложена под него. Арбаңыздар, урматтуу бизди көрүүчүлөр. Көрсөтүүбүздүн аталышы 120. Албетте мүмкүн 120 эмес, 300 же 500 болсо, мындан сапаттуу парламент болмок. Биз бирок ошону 120-ны да көпсүнүп атабыз. Кыргызстандын шартында 120 кишини жөн эле чимкирик атап коюш, жөн эле каалагандай намаз окутуп коюш оңой экенин соңку жылдардагы Кыргызстан тарыхынан көрүп атабыз. Биздин респондент бүгүнкү Чолпон Жакыпова менен маңдай тескерме кылабыз. Анан да бир нерсени түшүндүрөйүн. Чолпондо мен сурандым, тек гана орус тилинде болсо да оюн айтып берсин. Бизге маанилүүсү ошол кыргыз тилинде сайрап берген эмес. Кыргызча жөө-жомок айта берсе болот, кыргызча кулагыбызга кесмей иле берсе болот. Бирок эң негизгиси биздин талуулуу, оорлуу маселебизди айтып бергени баарына маанилүү. 2016 жылы Конституция боюнча принципке бекем туруп бердиңиз. Бул мындай абийирдүү азчылык чөйрө үчүн кадимкидей мындай рухий жактан чыңалып калгандай, бизде мындай здравомыслящий адам бар турбайбы, бир абийирин аттап кетпеген адам бар турбайбы деп, бир ошондой сиздей адамдар саналуу индивидтер болуп атканы жакшы. Эми экинчи маселеге келели. Сиз дайыма баягы башкалардын саясий ишмердигинен кемчилик таап, сынчыл көз караш менен карап келатасыз. Бирок ошол эле убакта 2015 жылы бир бол менен аттанганыңызда илбирсиз керек дедиңиздер эле. Бирок эң алдыңкы тизмедеги 15 адамдын далайы бүгүнкү күндө абакта отурат, качып жүрөт, кылмышка шектелип атат. 5 адам бар экен да. Атасак жанагы Чудинов, кимдер экен? Чудинов, Жумалиев, Шадиев, Төрөкулов, Пирматов сыяктуу мындай элде репутациясы эң начар деген адамдар. Бирок ошолор менен саясий сапарга чыгаардын алдында кандай ишенимделеңиз, ана мындай бармак тиштеп калган жоксузбу? Ошолор менен бир тилектеш партияга түзүлүп калганыңыздарга. Ну, возвращаясь к списку Бирбола, да, мне очень часто и в то время задавали этот вопрос, и часто сейчас, зачастую с разочарованием и с упреком говорят. На что я отвечаю: а в списках какой партии вы бы хотели меня видеть? Ну, какой? Вы можете назвать абсолютно кристально чистую партию, честную партию, которая, ну, из реальных партий, которые, если ты идешь на выборы, выборы это тот институт, инструмент, это ты хочешь прийти во власть, правильно? Вот, конечная цель – приход во власть. Поэтому ты выбираешь из тех игроков, которые могут попасть туда, реальные. Очень много людей, которые хотят, но у них шансов нет. Я уже не в том возрасте, когда я могу играть в романтические иллюзии и делать ставку на явно непроходных. Это, может быть, звучит очень цинично, но я славлюсь своей откровенностью, честно и чисто я говорю, что да, и поэтому Бирбол, я не могла пойти с Атамикеном, мне делали предложение. Я не могла пойти с Атамикеном, потому что Атамикен и социал-демократы, если помните, с 2010 года, когда они были у власти, я их очень сильно критиковала по многим принципиальным вопросам, в том числе потому, как в 2010 году они протаскивали Конституцию и как проводился референдум. Я была тогда, если вы помните, и тогда я была ярым противником способов и методов проведения этого референдума. Поэтому как бы пойти под их знамена, наверное, многие избиратели бы просто не поняли бы меня. Гечель она критиковала Атамбаева, Утумбаеву, Текибаева, да, а сегодня она в их рядах. Поэтому это первое. Второе, у Бирбола был шанс, ты всегда рассчитываешь. И третье, это то, что мне в Бирболе одно из ключевых вещей, я считаю, политика – это профессия. И политикой должны заниматься профессионально, управленцы.
У Бирбола был очень высокий рейтинг, именно там собралась команда управленцев. Люди, которые понимают, что такое государственность и как вообще, как государственные институты работают. Бирок ошолор мамлекеттик институтта иштеп келгендер Шекспирде жакшы кеп айтып бар эмеспи, чындык. Арты таза адамдын жүрөгү курч болот. Сөзү жалындуу болот да. Маселен ошол кезде Чудинов, Акылбек Жапаров, Жумалиев сыяктуулар репутациясы белгилүү болчу. Хорошо, Олжубай, встречный вопрос, я его уже задала. Назовите мне партию, в рядах которой все абсолютно люди с кристально чистой репутацией. Вы можете назвать хоть одну такую партию? Жок, албетте. Партия школасы катары. Вот тогда какой смысл начинать рассуждение по этому поводу, если фактически у тебя нет выбора? У нас нет партий с кристально чистой репутацией и с кристально чистым составом. Поэтому это бессмысленный вопрос. Бессмысленно рассуждать по этому поводу. Мы должны быть взрослыми людьми и отталкиваться от того, что есть. Мы можем сколько угодно мечтать о кристально чистых людях и кристально чистых партиях. Но если их нет, ты имеешь дело с тем, что у тебя есть в наличии. Все. Бийлик менен элдин ортосундагы бирден-бир жоголткон орган бул парламент да. Мындай эл өкүлү. Мен үчүн ыйык түшүнүктө эл өкүлү дегенче, бирок ошол миссияны аткаруу дагы көп учурда эми базаркомдор деп күнөөлөп атабыз. Бир жагынан бул деле адилетсиз дейт, себеби аткаруу бийлигинин округузунда салык менен текшерүү бюрократиялык системада ошондон улам кээде шайлоо штабына взнос төлөп коет, милдет тартып коет да, ошондон улам бир аргасыздан базаркомдор дагы өзүнүн бизнесин коргоо үчүн келип калып аткан жокпу Кыргызстан шартында? Но есть же два фактора, которые формируют культуру и политическую элиту. Это уровень самих избирателей и уровень их порядочности, честности и способности избирать правильных людей. И вторая вещь – это система, в которую мы помещаем. Ну, вот согласитесь, вот мы все время, мы обзываем, может быть, и по делу состав нынешнего 6-го созыва, да, и говорим, что отвратительный созыв и так далее. Но кто его формировал? В конечном итоге мы же. Правильно? Мы же отдавали голоса. Да, вот проблема в этом. И завтра будет то же самое. И завтра будет то же самое. Потому что мы опять все равно, я же живу не в безвоздушном пространстве. Сколько угодно мы можем говорить о том, что он такой, сякой, плохой, но тойдо деле. Каяқта отырушат? Төрді. А что такое парламент? Это вот, это социума. Төр – это парламент. Тура? Вот и все. Поэтому что вы хотите? Что вы хотите? Все начинается с нас самих. Коомдун моралдык ориентиры туура эмес болуп атканынан ушул болуп атат да. Тиги себеби эсиңиздеби 17-жылдагы Октябрь революциясындагы большевиктердин башкаруусундай болуп турат да Кыргызстандагы акыркы жылдардагы эл аралык институттар, демократия институттары менен кол үздүк. Кыргызстанга мындай Евросоюз, Америка тараптан бир жакшы рейтингге ээ боло албай калдык да. Кремльдин эле каш кабагын карап отурган жокпузбу, себеби парламентте кабыл алынган мыйзамдардын көбү ошол Россия Федерациясынын көчүрмөсү болуп калып аткан жокпу? Юрист катары кандай баа бересиз буга? Тоска по Советскому Союзу. Жөнөкөй адамдарда да очень сильно. А что такое? Вот у меня студенты однажды спросили, говорят, но мне уже много лет. Поэтому у меня спрашивают, Чупондина, вы жили и при социализме, и вот при капитализме, вот скажите, какая система лучше? Вот там ребята у меня спрашивали. Я говорю, все зависит от того, как ты оцениваешь себя, кто ты есть. Если ты, скажем так, серая мышка без претензий, которая не ставит перед собой высокие цели, достижение чего-то высокого, но главное, илдей болуш керек, да?
ел көргені мен деле көрейін, да? Вот, вот. И не высовываться. Тогда для тебя это социализм лучше. У тебя будет высокая степень социальной защищенности, ты не останешься на улице, да, и так далее. Какие-то социальные гарантии будут. Тогда для тебя лучшая система – это социализм. Если же ты хочешь больше, если ты хочешь видеть мир во всем его многообразии, ты хочешь ездить в другие страны, ты хочешь ездить на иномарке, а не на «Жигулях», если ты ставишь себе очень высокие планки, то, конечно, это капитализм и свобода, потому что, ну, вы знаете, в советское время те люди, которые достигали высот в искусстве, тот же Рудольф Нуриев, да, Солженицын, да, они все были беженцами, они все уезжали на Запад, потому что, достигнув определенной планки, все, потом государство уже им не давало возможности развиваться. Да, понимаете? Поэтому оценка любой системы зависит от тебя самого. Кто ты есть. И от этого будет зависеть, что ты хочешь. Поэтому я считаю, что если тоска по социализму такая сильная, значит, это общество еще не созрело до новаций, это общество не созрело до высоких стандартов жизненных. Ошол өткөн ностальгия менен жашап атат да элчи. Коммунисттик партиянын депутаттары кандай болсо, парламентте отургандар бүгүнкү баары хором кол көтөргөн. Ну, знаете, в те времена все-таки там культура выше была. Потому что чем отличается... Я не ожидал от вас такой ответ. Ну, вы знаете, а вы посмотрите, как вам сказать... Кандай культура болгон дейсиз? Ну, вот я сейчас объясню, Нуржабай. Коллективный ваш иючилик. Нет, дело не в этом, даже культура обсуждения. Вот согласитесь, там невозможно было в публичном пространстве, да, ну, чтобы депутат матерился, чтобы депутат в непотребном виде выходил, потому что все равно коммунистическая партия отсеивала таких. Они привели, как у нас же абсолютная безответственность. Вы посмотрите, люди не могут двух слов связать и берут на трибуну, их выпускают. У нас, по сути, суть концепта та же самая, да, одобрямс коллективный, но при этом дают возможность в то время таких бы близко к власти не подпустили, с такой культурой. Вот сейчас мне говорят, вот, например, сейчас вот те, кто торпедирует проведение конституционной реформы в нарушение регламента, да, мне говорят, Чулпан Динна, ну вы вспомните, вы были противницей референдума 2016 года. С такими же нарушениями тащили они Конституцию. С такими же нарушениями. Я говорю, да, с такими же, поэтому я в знак протеста ушла. Потому что это было унизительно, чтобы вот так протаскивали Конституцию. Но в то время у той администрации хватало мозгов ставить на отстаивание этой Конституции юристов, таких как Скрипкина, понимаете? Тот же Бекешев торпедировал, да? Но это говорящие люди, и которые понимают, они юристы. А сейчас мы ставим на отстаивание Конституции, они же все время в публичном пространстве проигрывают, даже внешне проигрывают, потому что они не понимают сути Конституции, они не могут объяснить, что они хотят. И поэтому это они не просто демонстрируют несоблюдение норм. И Атамбаев этим страдал. И в 2010 году также протаскивали Конституцию эту, в нарушении всех процедур. Помните, да, как референдум проводился, да? Вот. Но контекст с ним немножко другой. Надо же все равно сохранять лицо, хоть чуть-чуть. Поэтому, когда я же в мягкой форме, я никогда, вы знаете, жестко я же все время предупреждаю. Я Умар Шевченковича предупреждала, я временщиков предупреждала. Я всем им говорила, балдар, мауну кылбасаңар, жаман бүтөсүңөр. Вы покайфуете, может быть, 5-10 лет, я не знаю, но арты жаман болот, жаман бүтөсүңөр. Вот это то же самое. Вот сейчас
я поражаюсь тому, что политики держатся на настоящий реальный политик, он играет в долгую, понимаете? У него долгосрочную, он видит перспективу. И он хочет усидеть у власти, но он хочет сидеть прочно. А наши крыски, вот күнүмдүк, бүгүн, азыр, ертең эмнени бүтөрүн, даже стараются не задуматься об этом. А тот, кто плохо помните, когда в 2005 году Бакиев пришел к власти, Курманбек Сальевич, да? Одно из первых его выступлений в публичном пространстве, он тогда сказал, с сожалением, он сказал, говорит, так как я пришел к власти, не дай Боже кому-нибудь. Тот, кто с самого начала плохо садится, арты жаман болот. Поэтому, даже сейчас у Садырны Ходжоевича, он Богом поцелованный человек. Ему так, на самом деле, представьте себе, ты сидел в тюрьме, да, ты многое потерял, близких терял, да, уже, казалось бы, безнадежная ситуация была, да, но он Богом поцелованный. Эль его вытащил, Эль посадил на самую вершину. Понимаете? Он просто Богом поцелован. У него есть шанс. Либо он эту свою возможность использует, либо он закончит тем же, что не использует и будет очередным временщиком. Жолпон біз қанткенде парламенттің сапатын көтере аламыз. 120 депутат бұл аз бы, көп бы? На мой взгляд, это оправданное количество депутатов. 120 нормально для нашей страны. Аз болып жатқан жоқ па? Мүмкін саны көбірек болса, ошол кичинекей топты башкарууга караганда кичине татаал болот беле механизмдер. Фракциялар көп болсо, депутаттар саны аркын болсо. Вы поймите, вы можете выбрать 500 безвольных, 500 посадите безвольных, и они как один вот так проголосуют. Проблема не в количестве, проблема в качестве, кого выбирать. Основная функция парламента – это не законодательная. Основная, вот siz başlamadınız bugünkü sözdü, siz özünüz başladınız. Основная функция парламента – это представительская, эльдин өкүлдөрү. Что значит быть эльдин өкүлдөрү? Это значит, я там, на трибуне парламента, каждый день должна драться, и если надо, буквально драться за интересы своего избирателя. Вот, он должен каждый день говорить с трибуны парламента и говорить, я не позволю прокуратуре, органам исполнительной власти, вот это вы нарушаете. Основная функция не писать законы. Во всех странах 80% законов инициируется правительством, и это нормальный подход. Основная задача парламента заключается в том, чтобы правительству и другим органам исполнительной власти не давать злоупотреблять властью, чтобы народ не гнобили. Поэтому основная функция парламента – это представительская. 120 депутаттың ақырғы ушул 6-шы чакырылыштагы мына көзүңүзгө жарк этип көрүнгөн кимиси болду атын айта турган, мейли баарын эле чимкириктей бербей, жок дегенде атын атаса куту сүйүнөт дейт да, мындай саясий маданиятты калыптандырууга бир жөндөмдүүлөр барбы? Во-первых, я никогда своих коллег, я не позволяю себе никого, ни разу, я чимкириками не обзывала. Я считаю, что, мы хотим их видеть культурными, мы сами должны. Нельзя так людей обзывать. Вот. Я не могу сказать, что мы все люди, и все имеют право на ошибки. Я всегда оцениваю поступки. Каждый имеет право на ошибки. Например, но из тех, кто последователен, достаточно последовательный длительное время, я думаю, что это Никитенко. Да. Никитенко. Я думаю, что там есть депутаты, с которыми я с удовольствием работала. Вот тот же самый, который у вас вызывает массу негатива, Перматов Исхак, да? Мы с ним работали по нескольким законопроектам, и я с большим удовольствием с ним поработала, потому что это человек слова, он грамотный, и он, как вам сказать, он понимает. И он, если дает слово, что он будет лоббировать этот закон, он лоббирует.
И он понимает. Мне очень нравилось работать, ну, конечно, Никитенко я назвала, Наташа Никитенко – это одна из звезд. Мне очень нравился, я очень люблю этого депутата, Мирлан Джинчуроев. Он профессиональный юрист, в этом смысле с ним очень легко работать, он понимает суть. И ему было вначале, может быть, сложно, потому что он один из молодых, это был первый его созыв, и, может быть, вообще депутатом настоящим ты становишься года через 2-3. Если вот ты первый новичок, первые 2 года ты набираешься только опыта, как работает парламент, изучаешь регламент и так далее. Если ты далек от этой сферы. Депутатам тоже это тяжелая работа. Вот. Но потом он, когда набрался опыта и так далее, я очень люблю этого парня. Прямо откровенно люблю. Один из моих любимых депутатов – это Мирлан Джинчуроев. Очень приятно работать с Алой Азимовичем Карашевым, потому что он демонстрирует очень высокую культуру аппаратную, и он понимает, как государственные институты работают, и он понимает, что лучше. Он государственник. С Алой Азимовичем приятно работать было мне. Там много депутатов, с которыми я очень много лично получила от общения с Мухтар Юсуповичем Абдылдаевым. Потому что это политик с большим послужным списком, который знает и который может молодых депутатов многому учить. Конечно, ас – это Текебаев, безусловно. С ним очень интересно работать. По некоторым вопросам мы оппонировали друг другу, по некоторым вопросам, но это профессиональный политик, один из немногих профессиональных политиков. Текебаев. По некоторым вопросам было интересно работать с Алмамбетом Шахмаматовым. Я вообще ко многим коллегам отношусь уважительно. Иногда бывает, что у нас с точки зрения мы с ними бьемся там по некоторым вопросам, да? А по другому вопросу, наоборот, это же по-разному бывает. Поэтому я всегда предпочитаю оценивать людей не по членству в партии и к какой фракции он принадлежит, да, а по его позиции по тому или иному вопросу. Мәселен, Аида Салянова юрист қатары бекем тұрып атты эле көп принципиальный маселеге келгендерчи. Аны парламенттен четтетишти, саясий арганда комитеттер мененчи Шыкмаматовго келеди. Шыкмаматов парламентаризм идеясын дайыма бекем коюп келатып эле, бирок могул жолу кайтып калганына кандай карайсыз? Биз ушундай элекүлдөрү мындай сынып аткан жокпу? Эмне үчүн профессиональный көз караштагы ошол юрист катары бекем туруп келаткан принцибинен тайып кетти? Ну, я не могу сказать, что за этим стоит. Может быть и глубокое разочарование. Вы знаете, вы же понимаете, кто становится циником? Легче всего бывшие романтики. Мне кажется, что Алмамбет Шахмаматов очень длительное время пребывал в роли романтика. Может быть, где-то что-то у него надломилось, и он стал циником, я не знаю. Мне сложно говорить что-то, но я, честно говоря, не знаю, он что, отказался от идеи парламентаризма, да? Я публично его выступление не знаю. Тилге түшүп кетти да, Шыкмамат досубуздун ошол тиги парламентаризм идеясын дайыма бекем туруп келатып эле тилин тишине катып калды да. Между плохо прописанной парламентской системой, без сдержек и противовесов, и хорошо прописанной президентской системой, я лучше предпочту вторую. И даже президентская форма, ну возьмем американскую Конституцию, да? Там система сдержек и противовесов, она держит в узде всех президентов. И вот эта система гораздо лучше, чем провозглашенная у нас парламентская, где все парламенты, все парламентарии, да, на протяжении 6-7 лет, да, имеют как хотят. Что лучше? Формально существующая парламентская или реально действующая система сдержек и противовесов при президентской? Понимаете? Это же надо смотреть суть. Дело не в том, как ты обзовешь. Дело не в том, как ты обзовешь. Дело в том, как это будет работать. Вот здесь, я не знаю, Садыр Нуркалиевич тоже не юрист и не конституционалист.
Я не знаю, кто у него в юридических советниках. Ну, я не знаю, кто у него в юридических советниках сейчас. Но на самом деле он должен с опаской относиться к этой Конституции, потому что по этой Конституции самая большая мина подложена под него. Например? Ну, для того, чтобы... Там очень много вещей, которые дают возможность кайфовать окружению, а вся ответственность будет лежать на Садыр Нуркодиевиче. Я не знаю, он понимает это или нет, я это вижу, когда читаю. Потому что это будет неуправляемая система, ее невозможно будет этой системой управлять. Вот я посмотрела, я не знаю, какой советник ему нарисовал вот эту, структуру последнего правительства. Это только враг может, наверное, рисовать такую, чтобы совместить позицию, там, я не знаю, руководителя аппарата, да, рукапа и премьера, да, это только враг номер один может такое сделать, такую структуру правительства. И я боюсь, что в окружении Садыр Нуркодиевича завуалированных врагов вагон и маленькая тележка. Я не была в числе тех, кто его в это кресло сажал. Но я говорю от имени тех, кто его посадил в это кресло. Его опять вот так окружили, нашептывают и говорят, вот этот враг, вот этот, мен эле сонунмун, мен эле жакшымын, мен эле сен үчүн өлтүрем, да? И он будет первыми, кто сдают. Кто сдал Сооронбай Шариповича? Первыми, кто сдал? Я встречалась с Сооронбай Шариповичем прямо за день до того, как он подписал отставку. И он же мне өзі айтты. Ишенеспи Чолпонгин, 3 эле киши жанымда калды деді. 3 эле адам жанымда калды деп айтты. Все сдали. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы... Уже правда, на самом деле, стыдно каждый раз для самой нации. Вот для меня, как для кыргызки, стыдно, что ни один президент моей страны не ушел с достоинством. Это стыдно. Это говорит о неспособности нации, нас как народа, воспитать настоящего лидера, найти этого лидера и посадить нужного. Это же не только проблема лидеров, это проблема нации и народа. Биз эмне болгон калкпыз, биз эмне болгон элбиз. Ушунча жылдан бери бир татыктуу адамды өстүрө албай, бир татыктуу адамды тандай албай, шүмүрөйүп жүрөбүз. Это же стыдно, это как пощечина для нас. Вот мен кыргыздын эли, кыргыздын кызымын, кыргыздын келинімін. Мен намыстанып атам. Мен дайыма айтам, кыргыздын жигиттери силер барсыңарбы айланайындар. Намыстанбайсыңар лично. Это же позор, это просто позор для нации, что мы не можем, столько лет мы не можем, у нас все президенты либо в бегах, либо в местах отдаленных, либо опозоренные и боятся все время, что вот завтра их посадят. Это что мы, эмне болгон калкпыз? Да. Это же для нас, да. Поэтому ошон үчүн я очень хочу, чтобы хоть кто-то наконец нормально, достойно ушел. Садыр Жапаровдун азыркы конституциясын колдоп берип аткан парламент өкүлдөрү, ошондой эле канча баш мыйзамды даярдап берип аткандардын көбү эртең булардын башына кара булут айланып кылмышка козголуп калышы толук ыктымал го. Себеби баш мыйзамды бир төңкөрүш жолуна алып келип Садыр Жапаров ошонун баарын түртүп коюп аткан жокпу кылмышка? Но на самом деле я думаю, что мы создали атмосферу хронически повторяющихся переворотов в 2010 году. Вот этот знаменитый длительный процесс по 7 апреля, когда элитарные спецслужбы посадили и так далее за исполнение закона, понимаете, без всяких доказательств явных, под улюлюканье толпы их унижали, это просто так не проходит. Поэтому сейчас ни один военнослужащий, будь ли это Садыр Нуркодиевич, Сооронбай Шарипович, Атамбаев и так далее, никто вот увидит толпу 5000 человек, первое, что он делает, сорвет погоны и уйдет. Никто не будет защищать.
Ни один государственный институт. Поэтому вот это, я поэтому в 2010 году мы были едва ли не единственным НПО, который стоял, все гнобили и говорили, вот они там, Эльды отпсалшты, то все и так далее. Да? А мы говорили, слушайте, а что это такое, если по государственному институту в законе написано, ты должен охранять объект госохраны. Все. Ты должен охранять ценой собственной жизни. Если ты этого не сделаешь, тебя под трибунал должны отдавать. Поэтому, извините меня, госпереворот – это госпереворот. Это в Конституции написано, и это записано в Уголовном кодексе. Перепишите законы и скажите, 500 человек идет, сразу охраняй, перестаньте. Вот тогда заложили вот эту мину, механизм. Поэтому во всех нормальных государствах опора государства – это армия, флот. Это правоохранительная система. Так правоохранители, они ответят тем же. Тем, что в следующий раз никого защищать не будут. Я тогда говорила и сейчас говорю, страшный удар по государственности был именно тогда нанесен. Чолпан, біз жиынтықтаушы бөлімде мындай қылалы. Сіз 2010 жылды көп нәрсені алдын ала айтқандай болды, көп нәрсе. Минаның барлығы жарылды да. 2016 жылғы мандатыңызды тапшырғанда дағы алдын ала көргеніңіз картина осындай болды да. Кейінгі біздің көруші, интервьюстан кейінше, кейін көрушілермен тойсын Чолпан, един онда мұны евағайлы айтқан дегенде прогноз қылып қойыңыз. Емне күтіп өтат алдыңызда, емне болушы мүмкін? Азырқы қауларынар баш мизан менен, жана азырқы парламент құрамындағылар менен саяси сапар қандай болуп сатыр деп барыстың? Мы создаем систему абсолютной неуправляемости. Ее будет очень сложно. Ее можно выправить двумя способами. Через нормально прописанные законы, но это будет очень сложно, потому что они будут вступать в противоречие с Конституцией. Раз. Второе – это команда. Должна быть… Я с самого первого начала, в октябре месяце я сказала, если он настоящий государственник, виден по его способности набирать грамотных. Пока я в окружении Садыра Нуркожевича таковых не вижу. А это все зависит от людей, которые реализовывают политику. Понимаете? Поэтому я пока он не сформирует свою команду грамотных людей, может, я не знаю, я пока этого не вижу, и поэтому нас ждут плохие смутные времена, и Садыра Нуркожевича тоже. Ему будет очень сложно. Он не сможет привлекать, как Мирзиёев, инвестиции сюда. Он не сможет, потому что у Мирзиёева есть своя команда, он давно сидит во власти, он знает хорошо экономику, и привлечение инвестиций, оно связано с двумя вещами. Трудолюбие и законопослушание народа и плюс управленческие качества руководителя. Тогда бизнес верит. И он же привлек за очень короткое время. Почему он, вот для народа тоже, вот между демократическими ценностями и авторитарными. Когда Узбекистан стал процветать, и туда пошли и Nike, и Apple, и все мировые компании, тогда, когда страна открылась и демократизировалась. В авторитарные страны бизнес не идет, запомните. Хотите стать процветающим, выбирайте соответствующие модели. Вот они, для этого понимаете? Просто посмотрите вокруг, возьмите соседний вот Узбекистан и скажите, под Каримова бизнес пришел или под Мирзиёева? Под Мирзиёева, да. Вот и все. Для этого и очкость не надо быть. Надо просто смотреть и отслеживать это все. А выбирать, конечно, народу. Но народ сейчас больше, максимум, что он читает, к сожалению, это Facebook и Instagram. Мы не читающая нация. Мне сейчас в последнее время говорят, Чолпан Динна, вот пишите длинные тексты, вы пишете. Народ не читает. Я говорю, ну я уже укоротила в Фейсбуке, упростила язык и короткие пишу в Фейсбуке. Они говорят, нет, больше 2 абзацев народ не читает. Придите на передачу, они только картинки могут смотреть. Ну, если мы превратимся в нацию,
которые разучатся читать, писать и что-то больше 2 страниц в состоянии усваивать, мы никогда не превратимся в процветающую страну. Процветающая страна – это грамотные, читающие, культурные, образованные люди, живущие в ногу со временем.